Экстра Баобаб, и это ваш самый любимый видеоблогер. Меня зовут Брюс Ли Гей, и сегодня мы поговорим без драмы о самом кассовом, сасном, кавайном аниме в мире. Поплыли! Я напомню, что я не любитель аниме, я вообще его не люблю и поэтому не смотрю. Но если складываются звезды на небе, то приходится себя перебарывать и смотреть. И данное аниме «Истребитель демонов. Поезд бесконечный» я посмотрел. И на это повлияло несколько факторов. Первый фактор — это то, какую шумиху аниме сделало вокруг себя своими достижениями. То есть это самый кассовый анимационный фильм 2020-го. Фильм установил рекорд по сборам в Японии, собрав более 110 миллионов долларов, за 10 дней. Побил рекорд аниме «Унесенные призраками», который очень многие с ним знакомы. Он обладает всевозможными наградами, какими только может получить аниме. И стал самым кассовым фильмом японского проката, стал самым кассовым аниме в мире. Второе — это высокая оценка, которая на Кинопоиске стоит и на IMDb, хотя ее могли сформировать фанаты аниме, или данной манги, если я правильно говорю. И то, что от некоторых людей я услышал развернутые положительные отзывы, которые также подогрели мой интерес к просмотру. Итак, о чем же это аниме? Начнем. Таджиро Камадо, его сестра демон Незуко, Зеницу Агацума и Иноске Хашибира садятся в поезд, чтобы помочь плененному Хашира Кидзюро Рингоку в его миссии по охоте на демона, который убил множество убийц демонов. Вместе с Таджиро, желающим изучить секреты его техники огненного дыхания, заимствованный из Хинаками Кагуры, его отца. Хотя Кидзюро Рингоку не может дать никаких ответов на последний вопрос, он предлагает Таджиро стать его учеником. Таджиро, Зеницу и Иноски соглашаются стать учениками Кидзюро Рингоку, после того, как увидели, как он провернул два ошеломительных трюка, от которых те пришли в полный восторг, боевых трюка. Хотелось бы перевод с этого на человеческий, но это то, что мы имеем. И, кстати, в восторженных отзывах, которые подогрели мой интерес, также звучало, что для более детального, глубокого понимания истории этого полнометражного аниме и по достоинству, чтобы его оценить, чтобы оно раскрылось на всю, так скажем, это для начала перед просмотром нужно ознакомиться полностью с сериалом аниме. Первая загвоздка заключается в том, что это нужно быть любителем аниме. Вторая загвоздка в том, что перед просмотром аниме нужно посмотреть еще сериал, потратить на это кучу времени. Даже если там всего 2 сезона, допустим, по 10 серий, хотя я сильно сомневаюсь, что это так, это займет огромную кучу времени. И оно может не зайти. Не факт, что оно зайдет, вы можете до середины досмотреть, и нужно будет досматривать, как оно там дальше пройдет. И так выходит, что неподготовленный зритель многое не поймет. Например, как я, который мимо проходил и решил взглянуть, что же это такое, так скажем, Не знаком с персонажами я, но это не страшно. Полнометражную картину все равно можно построить так, что ее будет интересно смотреть, даже не зная, кто есть кто, и там целиком знать биографию от А до Я. Из свежих примеров есть аниме, которое я посмотрел, это Дота Кровь Дракона. Я не знаю, если совсем уместно это сравнивать, ценители аниме закидают меня гнилыми помидорами, но мне, как простому зрителю, просто который сел, включил и начал смотреть, не поклоннику данного жанра, при просмотре Дота Кровь Дракона я понимаю, что этот сериал из 8 серий, но все же, понятно, там появляются какие-то персонажи, Драконий Рыцарь, Мирана, Инвокер, Луна, которые присутствуют в игре, Понимаете, в чем дело? Тут само название Дота и эти персонажи — это просто предлог, так скажем, это ловушка, чтобы завлечь на просмотр фанатов игры. Хотя этот сериал может зайти, вообще может смотреть кто угодно. И вообще тут суть не в истории, она вкатит, помимо любителей аниме, она вкатит любителям истории о драконах, любителям всяких летящих голов, которые с кровищей отрубывают споротые животы с кишками вывалитыми. И все это с примесью неплохого юмора по ходу повествования. А вот «Истребитель демонов. Поезд бесконечный» — это кардинально противоположная картина. То есть нам даны персонажи, которые попадают в этот поезд, который оказывается кишащий демонами. Крутых, красивых, кровавых, зрелищных драк толком нет. Есть супер быстрые атаки Ренгоку, первый уровень атаки, второй уровень атаки, потом звучат еще фразы по типу циклический вихрь, буря, искра, безумие, как-то так, и один из главных героев рассекает воздух, эта атака летит по воздуху, и она ранит своего противника. Да, эти атаки могут называться как угодно, не суть.
Дело не в этом. В них нет никакой изящности, да, тут молниеносность Рёнгоку с его поразительная скорость, расправляющаяся, с которой он расправляется с демонами, да, от которых все кончают от его мастерства, окружающие, да, это плохо, по крайней мере, для полнометражного аниме, которое идет 2 часа. И обещанная там кровавая баня и прочие зубодробительные моменты сведены к минимуму. Я не знаю, каким местом смотрели те ребята, которые делились со мной этими хвалебными отзывами. Я за целый час увидел очень мало таких вещей. Здравым людям давно известно, что аниме это халтура, да, в плане анимации. То есть нам могут показать минут 5 какие-то ноги, которые идут там, да, куда-то, и закадровый голос. Или глаза персонажа, который даже не будет моргать, и опять же смазать это закадровым голосом. Или просто персонажи стоят минуты 3, и один на другого смотрит, и это будет все приправлено, конечно же, голосом за кадром. Да, хотя можно и сделать такую драматическую паузу. И та же Кровь Дракона, Дота Кровь Дракона, да, халтура, но выглядит в разы приличнее, лучше, веселее и бодрее, чем Истребитель Поезд Бесконечный. Плюс Доту для кинотеатров рисовали, чтобы рубить капусту. Как я уже сказал, первый час крутых боевых моментов, их мало. Много анимешной халтуры в плане анимации, да, и разговоры по потрясающей графике, прорисованности, там, я не знаю, видел только 3D-модельку поезда, на этом вся потрясность заканчивается. И вторая половина фильма уже связана борьбой главных героев с огромной живой толстой кишкой, которая сжимает этот поезд, да. Истребитель демонов Поезд Бесконечный, аниме, это халтура по части анимации. И тут это прекрасно подтверждается. Красивых и крутых драк ждать не стоит. Каких-то необычных и интересных демонов тоже. Забавных ситуаций, которые зайдут массовому зрителю, или смешных шуток, или намека на улыбку, нет. По крайней мере, у меня не было. И я абсолютно непредвзято это смотрел, это аниме, да. А даже, скажем, с авансом, снисходительно опираясь на все заслуги предыдущие, там, которые я прочитал, хвалебные отзывы, возможно, я просто завысил ожидания от этого аниме. В целом, простому рядовому зрителю, который не знаком с историей и не является любителем аниме, я уже не говорю о каком-то фанатизме, да, и вообще поклонниках там сумасшедших этого жанра, таким людям это полнометражное аниме не зайдет. Не тратьте на него 2 часа своего времени. А на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь мнением по поводу моего ролика или обсуждаемого в этом ролике аниме в комментариях. Всем спасибо, пока.